Маршал Душук, здравствуйте, с вами Табарка Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит Новости 7 на канале Грозный. Все, что случилось за неделю, еще много интересного в нашей программе. Итак, смотрите сегодня. Дома строятся, а оползни продолжаются. В Ножаюртовском районе пострадали еще 4 дома. Весь процесс на контроле у главы региона. Он лично все проверяет и торопит строителей. Жизнь в новых поселках закипит скоро. Окончание Рамадана все должны встретить под крышей дома своего. Как сокращается младенческая смертность в регионе? У нас острый дефицит специалистов. Самая высокая рождаемость, а вот высокая смертность – это уже не про нас. За последние 3 года она снизилась вдвое. Этот показатель на личном контроле главы Чеченской Республики. Каковы условия в больницах, как налажена помощь матери и ребенку и как собираются избавиться от проблемы вообще. ЕГЭ в самом разгаре, но показатели уже радуют. Они выше, чем в предыдущие годы. Улучшение на 21%. Как проходят экзамены и есть ли нарушения? Тот год, когда вот все, что было посеяно, стало давать какие-то свои положительные результаты. Как закончится этот год и как сложится дальнейшая судьба тех, кто не сдал ЕГЭ? Что им делать? Лето в разгаре, а где провести отпуск? Какой отдых выбрать и сколько стоит заграничное удовольствие? Что предлагают туроператоры взамен излюбленным Турции и Египту? В Тунис и на остров Кипр. Где лучше, дешевле и выгоднее? И кому какой отдых по карману? Профессиональные гонки в Грозном. Столица приняла 3-й этап чемпионата России. 50 спортсменов из 20 регионов страны оспаривают звание быстрейших. Мы готовы проводить соревнования любого уровня. И презентация первой в истории республики чеченской команды. В Чечне ускоренными темпами идет строительство домов для тех, кто потерял жилье во время оползней. Работы идут в нескольких районах, и за ходом наблюдает глава республики, который и отдал поручение незамедлительно начать строительство и закончить его до окончания священного месяца. Праздник Разговения люди должны встретить в собственных домах, заявил Рамзан Кадыров. Люди безмерно благодарны за такое внимание. Отмечу, что новые дома возводятся в безопасных местах. Между тем, стихия продолжает преподносить сюрпризы. Подробнее обо всем Лейла Наврузова. Еще недавно это поле пустовало, а теперь тут идет масштабное строительство. В Новом Биное возводят дома для тех, кто пострадал от оползней в Ножаюртовском районе. Рабочие бригады трудятся и днем, и ночью. Темпы ускорены, но и качество не пострадает, обещают здесь. Какая обстановка на месте строительства, проверяет глава республики. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что наступающий священный праздник мусульман жители отметят в своих новых домах. Устранить последствия стихийных бедствий было бы невозможно без помощи регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова, отметил руководитель Ножаюртовского района. Фонд Ахмад Хаджи Кадырова. Без крыши над головой остались в одночасье многие. Поручение построить им новое жилье глава отдал сразу же. К выполнению приступили незамедлительно. В ходе оползни пострадали жилые дома и коммуникации. Дорожное полотно на глазах ползло вниз и расходилось, превращаясь в огромные трещины. Системы газа и водоснабжения также вышли из строя. Восстановительные работы начались здесь практически сразу. Я уже считаю себя победителем. Вы победитель фотографии дословно. Я табир, бурал, на ширю, завод, фабрик ширю. Так ши проблем с ничего вытраваться. Ой, чрезвычайная ситуация, как иншана. Хо, камел дало, ядам, один аш, ядам дара, ишт ашрай, он ядал дар бадер гдич.
مدير دوتي بوش حنامت حضرهم دوتي غير يخين رخي دوتي غير تلفزيون دعوتنا خان دون دا شبول دا بول به دكم يشن كيش ديش على اجول تاع وتقدمي هور بق حدا هندر ديل ريز غلهون رمزان يش الدش مش بو ميسكنا بوش. Всего от ливневых дождей в Ножаюртовском районе пострадали 48 домовладений на данный момент. За счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, помимо 12 домов в Новом Биное, для пострадавших строится еще 7 в селах Биной, Татай-Хутор и Зандак. В 11 районах Чечни до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались населенные пункты и равнинной части региона. По масштабу разрушений, вызванных стихией, есть все основания полагать, что Чеченская республика – наиболее пострадавший регион в СКФО. По самым скромным оценкам, ущерб может составить сотни миллионов рублей. В списке разрушений – дороги, мосты, жилые дома. Те, кто потерял кров, помощь получили сразу же. Глава республики отдал поручение построить новое жилье, не дожидаясь помощи федерального центра. От стихии пострадал и Шатойский район. Десятки людей остались без крыши над головой. Рамзан Кадыров поехал туда лично. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, который возглавили председатель парламента Магомед Даудов и председатель счетной палаты Исатум Хаджиев. Строительство домов для пострадавших уже началось. Земельный участок выбран как самый безопасный. Здесь же Рамзан Кадыров посетил зиярат шейха Акберди Мухаммада, расположенный в селе в Гушкорте. Святыня многие годы является местом паломничества не только для жителей республики. Глава республики вместе с соратниками совершил дуа, прося милости у Всевышнего для всех пострадавших в результате оползней. Ознакомившись с процессом строительства, Рамзан Кадыров провел совещание, в ходе которого дал поручение оперативно решить вопросы, связанные с организацией работ по возведению водопроводных и газопроводных линий, а также электрических сетей. Мы постараемся восстановиться с минимальными затратами, чтобы полностью здесь до крайней точки, уже на завтра уже материалы первая вода, здесь уже первая вода, буквально, скорее всего, послезавтра уже, да. Ответил глава и на вопросы представителей средств массовой информации. دون لا خان أبدي فرق دون في دال عمل عباد لا خانيو دون فرق خانيو دون هو خيانا خان دون on بوخ مخلا دون وملا سينيه دون دوغويتش ملا سينيه دون شيء هوسمش دون كل هوسمش شيء يول شيء شو الله ولا يوش هوسمش يروي دون сам деле если ждать программы дон если дон заниматься документацией дон как мы знаем существуют бюрократические системы, которые мы никак не можем дальше ускорить. Единственное, что мы можем сегодня построить дома, создать все условия для нормальной, для лучшей жизни, для пострадавших. По словам Рамзана Кадырова, лишь оперативно принятые меры экстренных служб позволили предотвратить жертвы, спасти людей. Задача перед строителями к началу июля – заселять пострадавшие семьи в новые дома. При этом потребуется серьезная помощь федерального центра. Происходящие оползни – только начало процесса, зафиксировано во всех горных районах. Строительство новых домов идет также и введено. Пострадавшие от оползней жители пока живут в местной школе, где для них созданы все необходимые условия. Уже скоро они переедут в новые дома со всеми удобствами. Ой, пача, Рамзан Кадыров, захаз кабехкит и наш дешлуэл, то массана тон архил хилчан, дерез хилчан. Тхуяхцо бин кихьетам дал больцин хвесхилошташа. Строительный шум спецтехники здесь не утихает уже несколько дней. Работа кипит и днем, и ночью. Времени до праздника осталось мало, но строители уверены, что справятся. Ой, пача Рамзана, и тех, кто зиншил был на, бухчак бали, кел хусмиш чубовлайтал. И бог хочет беш бух делает Рамзан Ахматович, охтайпан орц, да это на орц хвалана. Днем позже жители селения Гушкорт обнаружили новые оползни уже на местном кладбище. Обвал грунта затронул 30 могил. Здесь состояние полностью.
Жители села всеми силами пытались остановить сход грунта подручными средствами. На территории местного кладбища находится известный зиярт шейха Акберди Мухаммада, который накануне посетил глава республики. Оползни затронули это место. О смещении земли на кладбище Гушкорта местные власти уже сообщили в МЧС. Тем временем работы по возведению жилья для пострадавших в результате оползня в селении Гушкорт продолжаются. Фундамент под строительство 30 домов уже заложен, и работа здесь кипит. На втором километре дороги Шатой и Тумкали оползни разрушили дорогу. Спецтехника не успевает убирать завалы. Жители горной местности Татай-Хутор говорят, что такие оползни в последний раз у них были в 1997 году, но тогда все обошлось без серьезных последствий. Сейчас здесь пострадало 38 домов, 4 из них находятся в аварийном состоянии. По поручению главы республики для них уже строятся новые дома со всеми удобствами. В сложной ситуации оказались и некоторые жители села Сайсан. Здесь в аварийном состоянии находятся 3 дома. Пострадала также и дорога, ведущая в село. От обильных дождей также пострадал и Урс-Мартановский район. В различных населенных пунктах частично повреждены и разрушены мосты. А в селении Мартанчу один мост полностью снесен. Местные власти провели инспекцию по этим объектам. Последствия стихийных бедствий ликвидируются везде. В конце недели глава республики проверил ход работ на стройплощадке Ведено. О ситуации здесь Рамзану Кадырову доложил председатель оперативного штаба, руководитель администрации главы и правительства Ислам Кадыров. Строители съехались сюда со всех районов республики и работают, не покладая рук. Но почему-то местные жители не принимают в этом никакого участия. Здесь созданы рабочие места, где, не выезжая, можно трудиться и получать зарплату. Но, тем не менее, на стройке приезжие. Свое недовольство к такому отношению сельчан выразил Рамзан Кадыров. Тысячами, десятки тысяч белометров, цен гулядон. Кабинет служебные машины, масса накрылся. А шиши по профилу было. Несмотря на все сложности, строительство идет быстрыми темпами во всех пострадавших районах. Рабочие обещают, что новоселье люди справят до окончания месяца Рамадан. Лейла Наврузова, Дауд Куруев, Новости 7. На неделе глава республики представил новых руководителей Гудермесского и Урс-Мартановского районов. Исполняющим обязанности главы Гудермесского муниципалитета стал Вахид Усмаев, ранее занимавший пост секретаря Совбеза. А Урс-Мартановский район возглавил Валид Абдурышидов, бывший командир 6-й роты полка полиции управления вневедомственной охраны. Об этом Рамзан Кадыров объявил в ходе расширенного совещания с главами районов. На встрече было отмечено, что показатели во всех направлениях работы должны быть самые высокие. Местные власти должны активизировать работу и создать все необходимые условия для привлечения инвестиций в районы. В случае, если главы муниципалитетов не будут справляться, увольнения и кадровые перестановки ждут каждого, отметил Рамзан Кадыров. Любовь большой лачен что достан. Ле Омар вук антош, ле Ямар тош, ле Заурдан. Вук антош подозревает, ну как целый Заурдан, дешидан. Им шарар, Омар целый лодан. Хотя абсолютно дан, человек полномочий штага. Шамил блумаду. Он целый лодан. Значит, скоро мы талят на это, не способен на это. любой تلك دون شيء كرامة الخلوق شيء وخل وكن شيء وخل سيسترون راجع تذكر وخلدو يشون صون دقيقة ويسباد خليشات وين خط شو زاداتش ويسو خط وخليه شو زي بلان كشتين دانا سو يدستون
الشوخ تيش خيتوش ما يوي شو ناقص يدو شو يلنا مش نكشلو شو كمان دعدو شو دك انت دوال شو نيش البيدجت يلا ياتش كاج دي كبيك احفيد على السنتر قال يحكي شو كبيك يمصر شو خلاقشو مدا دي شيتين دونم وواش صدرتي شو رايون شو ودر ماسكي هذي شالينسكي هذي ورس مرتانسكو دون دوخو يعبل صدرتي شو رايون شو وواش أصغر بعندوش problem نقول ده بيدجت ريسبوبليكي فيدرالي بيدجتنا نغروسكي أقوله وواش دويري on قاب هورنا задача ليشو не просто قاب а развивать да его последующим. Сразу после расширенного совещания министр здравоохранения Ильхан Сулейманов представил главе региона нового главного врача Гудермесской центральной районной больницы. Им стал врач малоинвазивной хирургии, кандидат медицинских наук Ильяс Инганоев, у которого за плечами 13-летний стаж. В последнее время он работал в отделении неотложной хирургии имени Боткина в Москве. Рамзан Кадыров поздравил Ильяса Инганоева с новой должностью и отметил, что сегодня состояние медицины в районной больнице находится в плачевном состоянии. Его главная задача – повысить уровень обслуживания населения. На неделе парламент Чеченской Республики принял решение о самороспуске и проведении досрочных выборов. Этот вопрос был единственным на повестке 82-го заседания. В нем принял участие и глава Чечни. Очередные выборы должны были состояться в сентябре 2018 года. Теперь они пройдут в сентябре этого года вместе с выборами главы региона. Это сделано с целью экономии бюджетных средств. Рамзан Кадыров поблагодарил депутатов третьего созыва за плодотворную законотворческую и общественную работу. Така дал дервел дагешвел дона докладона халавош углидон юштол законш приниматеш амал айшгейтен борполня донаш чарбеш табеш хазбеш хабина شو داعي في دوننا ويبص يشكل شيء ثانيش دخل دوله ركوت государства دوننا كريملسي مثلا سجل صلاة دوننا وي هبوح دوننا تغن الشاشة دون دخل دوننا Завершилось заседание награждением отличившихся законодателей. Благодарственные письма и медали за развитие парламентаризма от главы Чечни получили более 10 человек. Спикера парламента Магомеда Даудова Рамзан Кадыров удостоил медали защитнику Чеченской Республики. Медалью защитнику Чеченской Республики Даудов Магомед Мужахмедович. За значительный вклад в развитие социальной сферы Чеченской Республики, многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики» Кадырову Хусейну Мужахмедовичу, депутату парламента Чеченской Республики. За достигнутые успехи служебной деятельности, безупречный добросовестный труд на благо Чеченской Республики награждаются депутаты парламента Чеченской Республики благодарственным письмом от главы Чеченской Республики Весмурадов Джандар Эмирбиевич. Также вручается орден парламента Чеченской Республики за развитие парламентаризма. Младенческая смертность в Чечне снизилась вдвое. Несколько лет назад республика занимала первое место по рождаемости, отмечался и высокий уровень смертности. Тогда власти взяли этот вопрос на особый контроль. Была проведена большая работа и результаты налицо. Современное оборудование в больницах, повышение профессионализма медперсонала, строительство новых оснащенных клиник. Перемены еще ожидаются, а власти намерены, как говорится, вырвать эту проблему с корнем. Усилия должны приложить и родители. Своевременный осмотр и следование рекомендациям врачей зачастую играют решающую роль. Слово Марьям Керимовой. В отделении детской реанимации родильного дома номер 2 врачи каждый день борются за жизнь маленьких пациентов. Здесь в основном младенцы, появившиеся на свет раньше срока и с различными патологиями. Среди них сын Хайды Маулатовой. Ребенок родился почти на 3 месяца раньше положенного времени. Врачи успокаивают: у малыша все признаки нормального развития. Молодая мама надеется на скорую выписку. Выходит лечение, 27 недель бедочек, цена дайстагаться деш одик. По словам врачей, современное неонатальное оборудование сдвигает критический порог недоношенности все ниже. В большинстве случаев без последствий для нервной и сердечно-сосудистой системы удается выходить детей, родившихся даже после 27-28 недель беременности.
В настоящий момент оборудование и техническое оснащение, и то, что у нас централизованная кислородная станция, нам позволяет выхаживать детей. Недоношенных, например. И доношенные, конечно, бывают тяжелые, с врожденными пневмониями, тоже выхаживаем. Начиная с 2013 года врачам Чеченской Республики удалось вдвое сократить младенческую смертность в регионе. Этому способствовал ряд предпринятых мер в сфере здравоохранения, в том числе оснащение родильных домов новейшим оборудованием, работа по привлечению специалистов-педиатров, повышение квалификации врачей. Одним из шагов по улучшению ситуации станет также объединение 2 ведущих родильных домов столицы. Является огромной помощью наше присоединение 2-го родильного дома с целью улучшения оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов Республиканским центром охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой. Наша функция и задача будет не допустить преждевременных родов. Если это случается, то нам помогает, конечно же, родильный дом республиканский. Еще несколько лет назад в России начали выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. Для Чеченской Республики, находящейся на этапе становления современной системы здравоохранения, это не представлялось возможным. В первую очередь требовались очень грамотные специалисты, обученные в федеральных клиниках. 2015 год в этом смысле стал переломным. В 2012 году из 1000 родившихся живыми детей в среднем 22-23 ребенка умирало. На сегодняшний день, по итогам 2015 года, у нас из 1000 родившихся детей умерло только 11 детей. Этот показатель на личном контроле главы Чеченской Республики. Необходимо отметить, что без его личного участия, без его личного контроля этот показатель, естественно, одними нашими силами мы не смогли бы снизить. При этом до сих пор республика испытывает острую нехватку врачей-неонатологов, в том числе в республиканской детской больнице, куда привозят недоношенных детей с различными патологиями из 18 медицинских учреждений региона. Мы надеемся, что не студенты нашего ЧГУ, так может быть выпускники других медицинских институтов, других регионов, наши жители нашего региона выберут эту специальность, и все-таки у нас появятся новые специалисты. Всего в штатах должно быть около 20 врачей, на сегодняшний день только 6 врачей. Для того, чтобы дети рождались доношенными и, как правило, здоровыми, с будущими мамами, по словам врачей, необходимо вести огромную работу еще на этапе женской консультации, а подходить к планированию и рождению ребенка правильнее всего, будучи полностью обследованными. Очень важно встать на учет в ранние сроки беременности, до 12 недель, чтобы своевременно обследовать беременную женщину. Современные возможности медицины таковы, что можно пройти ряд обследований. Это биохимический скрининг, это УЗИ, скрининговые обследования для выявления хромосомной врожденной патологии плода. И также решить вопрос о том, может ли женщина по состоянию своего здоровья и состоянию плода вынашивать данную беременность. Большим прорывом в снижении младенческой смертности также должно стать открытие первого в республике перинатального центра, где будет осуществляться замкнутый цикл медицинского обслуживания. Пока здесь запущен гинекологический стационар, диагностический центр и единственная в республике генетическая лаборатория. С открытием перинатального центра мы надеемся, что наоборот уже к нам будут приезжать из ближайших регионов, хотя уже мы отметим, что с ближайших регионов Ингушетия, Дагестан, Владикавказ к нам уже приезжают, мы их оперируем. Конечно, часть специалистов будет приглашаться, но это будет такой, может быть, вахтовый метод, какой-то вот обучающий циклы, но мы все-таки ориентируемся на наших специалистов именно республиканских. Почему? Потому что есть молодежь очень такая перспективная, желающая знать, обучаться, все это можно сделать. Если с 2008 года в республике проводился скрининг уже родившихся детей, то с 2014 начали проводить диагностику плода еще в утробе матери. Это позволяет выявить многие пороки и направить будущих мам в соответствующие клиники, где им оказывают своевременную и квалифицированную помощь. Марьям Керимова, Даут Куроев, Руслан Яхяев, Новости 7. ЕГЭ в Чечне еще не закончилась, но в Министерстве образования уже говорят, что результаты хорошие. Показатели выше, чем в предыдущие годы. Школьники подтянулись и подошли к этому вопросу гораздо серьезнее. А что мешает стать нам еще лучше? Почему в прошлом году вузовский барьер достигли лишь немногие? И как сложилась судьба тех, кто не набрал заветные баллы? Есть ли у них шанс на исправление? Ответы на все эти вопросы попытался найти Магомед Салтымурадов.
Единый государственный экзамен, пожалуй, одна из самых спорных и обсуждаемых реформ в образовательной системе страны. Страсти по поводу его эффективности, оправданности и прозрачности до конца еще не улегли. Хотя на экспериментальном уровне такую форму государственной итоговой аттестации в школах ввели еще целых 15 лет назад. Единый государственный экзамен стартовал в конце мая. В этом году его сдают свыше 12 тысяч выпускников. Географию, русский язык, литературу и математику школьники уже прошли. И, как уверяют центры оценки качества образования, результаты превзошли все ожидания. Уже звонили наши коллеги из Рособорнадзора, из Министерства образования, науки Российской Федерации, поздравлялись с неплохими, в общем-то, результатами. Испытываем по этому поводу сдержанный оптимизм. Мало того, больше 70 выпускников при сдаче экзамена по русскому языку набрали свыше 90 баллов, что просто не может не радовать. Хотя по итогам прошлого года ситуация была ровным счетом наоборот. Почти половина школьников не смогли преодолеть даже минимальный барьер, необходимый для поступления в вуз. Чеченскому госуниверситету и другим вузам Чеченской Республики в прошлом году пришлось довольствоваться теми, кто просто преодолел вот этот самый низкий барьер, вот эту планку. Как таковые проблемы с недобором у нас не возникали в силу того, что практически все, кто подал заявление в прошлом году, они практически все были зачислены. Но выбирать не приходилось, да, к великому сожалению. Несладко в этом году пришлось и Грозненскому государственному нефтяному техническому университету имени Миллионщикова. Конкурса при поступлении практически и не было, даже на самые престижные факультеты, говорит проректор вуза. Хотя проблема была и ранее, но ощущалась не так остро. Уровень физико-математического образования в республике ниже, даже по сравнению с другими дисциплинами. Хотя это проблема уровня математической подготовки по физике, она в общей стране, но в нашей республике она гораздо глубже и гораздо серьезнее. У выпускников, что они смогли набрать проходные баллы и остались за бортом вузов, чтобы не терять целый год, есть только одна дорога – СУЗы. Министерство образования и науки Чеченской Республики увеличило в них количество мест еще на 2000. В Курчалойском районе откроется даже Чеченский аграрно-технический колледж. Кабинет у нас будет как в лаборатории. Директор колледжа показывает будущие учебные аудитории. Везде пока ремонт, здание пришлось реконструировать. Но к новому учебному году СУЗ вовремя откроет свои двери, уверяет руководство. На базе колледжа будут готовить ветеринаров, агрономов, социальных и медицинских работников, автомехаников, водителей, слесарей и даже юристов. С понедельника заработает приемная комиссия. Все к нам тянутся, интересуются и думают, что у нас все будет нормально в связи с набором. Будет у нас хороший педагогический состав и, соответственно, будем выпускать хороших, грамотных специалистов. Открытием новых СУЗов вопрос оставшихся за бортом выпускников не решить. Это прекрасно понимают и в Министерстве образования и науки. Нужно смотреть в корень проблемы, которая кроется в завышении оценок учителями по текущей успеваемости в школах. Таким образом, завышаемые оценки педагоги не мотивировали детей. Представьте себе ситуацию. Ребенок приходит домой с 5, ребенок успокаиваются и родители. Нет повода для волнений, ребенок отличник. И потом он сталкивается с ЕГЭ и не сдает базовую математику, что случалось порой. Вот этот момент мы постарались, этот фактор мы постарались ликвидировать. Внедрение ЕГЭ в стране было нелегким. Особенно трудно эта реформа прижилась в СКФО, который до сих пор лидирует по уровню нарушений. Шпаргалки, попытки проноса телефона в аудиторию. Выпускники прибегали к самым разным способам, лишь бы сдать этот экзамен, а про знания совсем забыли. В прошлом году по численности нарушений, по меткам мы стояли где-то на 2-м, 3-м месте, чаще всего на 2-м, то в этом году мы едва ли попали в первую 5 нарушителей. Это отмечает и Рособорнадзор, и это отмечают наши коллеги в других республиках. Беспрецедентные меры для недопущения нарушений при сдаче ЕГЭ, которые выпускники порой сравнивали с условиями в концлагерях, в этом году дали первые плоды. Школьники уже поняли, что единственный способ сдать экзамен – это знание, поэтому стали делать ставку на учебу, а не прибегать к различным коррупционным схемам и ухищрениям. Окончательные итоги ЕГЭ 2016 года станут известны в следующем месяце, когда подведут итоги экзаменов по химии и физике. Магомед Салтамрада, Руслан Яхяев и Дауд Куруев. Новости 7.
Акция «Ифтар» в Чеченской Республике продолжается. Каждый вечер постящиеся разговляются в 14 крупных мечетях региона. Такую возможность им предоставил фонд имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Горячий вкусный ужин верующих ждет и в десятках ресторанов и кафе Грозного, Гудермеса и Аргуна. Жители республики наперебой благодарят Рамзана Кадырова и президента фонда Аймани Кадырову за внимание, которое они оказывают верующим в Рамадан на протяжении уже многих лет. Напомню, что акция «Ифтар» за счет фонда проходит также в столице страны и в сирийском городе Дамаске. Имя первого президента Чечни увековечено теперь и в северной столице России. На неделе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту через Дудырговский канал имени Ахмата Кадырова. Эта новость вызвала общественный резонанс, однако свое решение губернатор прокомментировал так. Цитата: «Ахмат Кадыров – герой России». Этим все сказано. Слово нашему корреспонденту. Этот новенький мост протяженностью более 100 метров через Дудырговский канал в Красносельском районе Петербурга теперь носит имя героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Движение по нему было открыто чуть больше месяца назад. До недавнего времени он оставался безымянным. Именно в Петербурге сегодня иллюстрируются все народы России. И вот народы России сегодня сказали, что в нашей духовной столице должен быть мост, название которому должно быть имени Ахмата Хаджи Кадырова, потому что петербуржцы и весь российский народ прекрасно понимают, что это один из тех великих героев, которые спасли Россию не когда-то, не 300, не 500 лет назад, а буквально во времена наших с вами современных реалий. Это еще одно подтверждение тому, что никто никогда никакими поползновениями и потугами не заставит нас свернуть с пути становления и укрепления единого многонационального государства. Информация о грядущих изменениях на карте культурной столицы впервые появилась в марте этого года. В мае вопрос был вынесен на заседание топонимической комиссии, которая как раз и занимается вопросами наименования объектов городской инфраструктуры. После проведения тайного голосования комиссия рекомендовала присвоить новому мосту имя героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Но окончательное решение оставалось за губернатором. Георгий Полтавченко своей подписью уменьшил количество безымянных объектов города. Топонимическая комиссия приняла решение назвать мост в честь героя Российской Федерации, который погиб от рук террористов. И мне удивительно, как у нас некоторые граждане, даже весьма известные и уважаемые, пытаются делить героев на наших и не наших. Ахмат Кадыров – герой России. Этим все сказано. Это событие имеет огромное значение. Ахмат Хаджи – яркая фигура, значимая фигура, герой России. Он защитил собой и Чечню, и Россию. Он оставил добрый след истории нашего народа, российского народа. Он объявил беспощадную борьбу ваххабитам, экстремистам. Естественно, он заслужит внимания. Эту новость на своей странице в Инстаграм прокомментировал и глава Чечни. Он искренне поблагодарил губернатора и всех жителей северной столицы за увековечение памяти Ахмата Хаджи Кадырова, отдавшего свою жизнь в борьбе с международными террористами, объявившими таким образом войну всей России. Своей смертью Ахмат Хаджи спас жизни десятков и сотен тысяч граждан России. Мы живем в многонациональной стране, которая сильна единством своих народов. И очень правильно, что Россия чтит своих героев независимо от национальности и вероисповедания. Санкт-Петербург с момента своего основания был и остается интернациональным городом, культурной столицей России. Первый президент очень любил Питер в самые тяжелые для нашего народа и всей России дни посещал его, принимал в Грозном делегацию с берегов Невы. Он строил большие планы на сотрудничество с Санкт-Петербургом. Уверен, что мы вместе с властями города сделаем все возможное, чтобы эти планы сбылись. Санкт-Петербург – не единственный город России, где объекты инфраструктуры носят имя первого президента Чеченской Республики. Одна из московских улиц носит имя Ахмата Хаджи Кадырова. Также в городе есть памятник, посвященный герою России. Мария Керимова, Седа Сапарова, Дауд Куруев, Новости 7. Далее в нашей программе. Лето в разгаре, а где провести отпуск? Какой отдых выбрать и сколько стоит заграничное удовольствие? Что предлагают туроператоры взамен излюбленным Турции и Египту? В Тунис и на остров Кипр. Где лучше, дешевле и выгоднее? И кому какой отдых по карману? Профессиональные гонки в Грозном. Столица приняла третий этап чемпионата России.
50 спортсменов из 20 регионов страны оспаривают звание быстрейших. Мы готовы проводить соревнования любого уровня. И презентация первой в истории республики чеченской команды. Стало известно, что Адлан Вараев, который пропал больше месяца назад, обнаружен. Его тело нашли в Грозненском районе вблизи села Чишки. Поиски известного борца не прекращались ни на один день. В операции были задействованы сотрудники МЧС, работники правоохранительных органов и добровольцы. На своей странице в Инстаграм глава Чечни выразил соболезнования родным и близким Адлана. Рамзан Кадыров отметил, что Вараев был уважаемым человеком. Ценил его и первый президент республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Далгеч Дойлцун. Накануне глава республики с муфтием шейхом Салхом Хаджимежиевым и со своим советником Хафизом Адамом Шахидовым посетил зиярт матери великого устаза и шейха Кунт Хаджи Кишиева Хеди. Вместе с соратниками Рамзан Кадыров совершил намаз, сделал дуа, прося Всевышнего Аллаха о мире и процветании для Чечни и всей России. Также глава посетил место, где шейх Кунт Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, впервые совершил зикр. Память устаза паломники почтили, совершив этот религиозный обряд. Сразу после посещения зиярта паломники совершили многокилометровую пешую прогулку по святым местам Эртона. В пути их сопровождал и местный житель, который рассказал о жизни великого шейха. По дороге путники посетили родник, названный именем Моусара Кишиева. На всем протяжении пути их приветствовали многочисленные паломники, направляющиеся к зиярту. В священный месяц Рамадан число желающих посетить святые места значительно возрастает. Лето в самом разгаре, пора отпусков. Многие, как говорится, уже сидят на чемоданах. Куда поехать, где отдохнуть, чтобы и дешево, и не сердито? Куда нынче путь открыт? В популярные доселе курорты Турции туристические агентства ехать не рекомендуют. Туров туда нет и самостоятельно не стоит. Так куда можно? И во сколько обойдется путешествие, выяснял Ислам Магомадов. Для многих летом самый актуальный вопрос – куда поехать в отпуск, где можно отдохнуть так, чтобы дешево и не сердито. Два основных мотивирующих фактора при выборе направления – это цена и наличие моря. До недавнего времени в лидерах были Турция и Египет, предлагавшие высокий сервис за сравнительно небольшую сумму. Теперь же официальные турпоездки в эти страны для жителей России запрещены. Так что же взамен могут предложить жителям Чечни наши туроператоры? Взамен, как альтернативные варианты, туроператоры, международные операторы выставили чартеры с вылетом из минеральных вод в Тунис и на остров Кипр. Сочи доступны в плане того, чтобы доехать и вернуться обратно в случае необходимости, кто занят в основном на работе, может быть вызван в любое время на работу со своего отпуска. Ему до Сочи удобно, Крым удобно, можно добраться несколько часов пути. Сайхан Хадашев каждый год проводит свой отпуск на берегу моря. Интересуется любым отдыхом. Активный, пляжный или же познавательный, разницы нет. В прошлом году ездил в Египет, сейчас же планирует в Тунис. Тунис – это, на мой взгляд, один из бюджетных альтернативных вариантов тому же Египту и Турции. В связи с обстановкой, сложившейся в мире, в стране, так получилось, что Турция и Египет оказались закрыты на данный момент. А тут лишний час в самолете, и ты в Тунисе.
Конечно, равноценной замены заморским пляжам в нашей стране не найдешь, но все же актуальными для многих россиян остаются Краснодарский край и Крым. В последнее время отдых здесь стал популярен. Чаще всего путевки в южный регион и на полуостров берут с одноразовым питанием. Больше всего такой отдых подходит для молодых людей. Что же касается заграницы, тут спросом пользуются те страны, в которых есть безвизовый режим для россиян. Но это не решающий фактор. Например, Тунис, Кипр, Дубай могут предоставить отличное сервисное обслуживание, причем за небольшие деньги. Для экзотического отдыха некоторые выбирают Таиланд, Доминикану, Бали. Итак, давайте посмотрим, во сколько нам обойдется отдых на берегу моря в пик отпусков. Например, за 35 тысяч рублей можно полететь в Таиланд на неделю или Тунис на 11 дней. За 40-45 тысяч в Дубай и Крым. В обоих случаях питание одноразовое. Ну и немного дорогие курорты. 60 тысяч рублей вам обойдется отдых в Сочи, и столько же стоит путевка в Доминикану. Если у вас есть шенгенская виза, можно полететь в Грецию, Испанию или же Италию. Все эти направления в районе 40 тысяч рублей. Конечно же, на этом выбор у местных туроператоров не ограничивается. Путевки можно найти и за 100, 150 и 200 тысяч. В любом случае, впереди еще целое лето, и выбор только за вами. Ислам Агамадов, Руслан Яхяев, Дауд Куруев, Новости 7. Отдохнуть можно и не выезжая за пределы региона. Такая возможность есть, по крайней мере, у детей. Для них в Шелковском районе открыт лагерь со всеми удобствами. Место отдыха находится вблизи лесного массива. На свежем воздухе предусмотрены различные игровые и спортивные сооружения. А для тех, кто не смог выбраться на природу, открыты детские площадки на базе школ. Чем заняты дети летом, смотрела Лейла Наврузова. Сезон отдыха в этом году начался уже в мае месяце. Это уже 6-й заезд детей на отдых в Шелковской район. Одновременно в этом красивейшем уголке могут отдохнуть 250 ребятишек. В первый же день прибытия детей делят на отряды. Под пристальным вниманием воспитателей и инструкторов проводятся разные мероприятия, а их здесь устраивают очень много. Излюбленное место – спортивная площадка. Здесь всегда шумно и весело. Ребята меряются силами и наперебой болеют за свою команду. Турция ахин, мальчики ахин, но цыга хазам давно куза, чул хазда царцига, цыга мероприятие, шесть куза, сандука за куза, шварт куза хазаду, а то алхто Сочи, адоша на Сочи, мероприятие что куза футбольное поле, бассейн, чуаёж, дикоду куза. В лагере созданы все необходимые условия для полноценного отдыха и досуга. Здесь предусмотрены различные спортивные площадки, скалодром, где дети могут почувствовать себя альпинистами, веревочный парк, который разбит в гуще леса. Девочки и мальчики любят проходить препятствия по этим не совсем легким канатным дорожкам. А в этом амфитеатре они проводят концертные программы. И не только. На большом экране для них показывают детские фильмы. Также здесь предусмотрен закрытый плавательный бассейн. После активных игр детей ждет обильный обед, где все только вкусное и полезное. Каждый день тут расписан строго по программе. Заезжают разные дети, спортивные дети, не очень развиты, поэтому, смотря на их возраст, на физические способности, мы для них специально готовим спортивные программы для самых маленьких, для старших готовим, и для девочек, и для мальчиков. Каждый день работают все секции с 9:30 до 18:00. Главная цель спортинструктора является завлечь детей к спорту, и подготовить их физически, морально, и наработать у них спортивный дух. Несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить здесь не только социальную и психологическую поддержку, но и круглый год проходить оздоровление. База отдыха находится в лесной зоне, где созданы все условия от спальных корпусов до игровых площадок. Большинство инструкторов прошли спецкурсы по повышению квалификации. Для обмена опытом приглашали сюда своих крымских коллег. В этом году мы сможем принять и провести отдых и оздоровление детей. Более 4500 запланировано на этот год. Я благодарна руководству нашему, что уделяется огромное внимание нашим детям в плане того, что они могут получить комфортабельный отдых, не выезжая за пределы республики. Здесь созданы замечательные условия, где дети смогут развить свои способности в спорте, в творчестве, а также получить полноценный здоровый отдых. Чеченских детей помимо Шелковского района в этом году примут у себя и лагеря Кабардино-Балкарии и Республики Крым. Как говорят в Министерстве образования Чеченской Республики, их цель, чтобы дети летнее время проводили с пользой. Для этого открыт ряд детских площадок. Летними площадками планируется охватить не менее 40 тысяч детей. На базе этих площадок будут реализовываться для этих детей
дополнительные общеразвивающие программы, которые будут способствовать вовлечению детей в летний период в образовательные организации в целях обеспечения их занятости. На детские площадки приходят дети в возрасте от 6 и до 14 лет. В математической школе Грозного открыто несколько объединений: юный программист, автомобилист, робототехника и многие другие. Если он заметит препятствие, да, то он будет совершать следующее действие. Он будет идти на соперника прямо вперед. Адлан Вахаев с 5 лет увлекается робототехникой. Посещая кружок, мальчик под чутким руководством педагога выучился многому и даже участвовал в различных конкурсах, как в республике, так и за ее пределами. В детстве хотел собрать своего робота сам, и тут я научился их собрать. И я могу просто купить материал и собрать себе дома своего робота. Какой кружок выбрать, решают сами дети. За любимым занятием они проводят 3 часа в день. Такое времяпровождение намного полезнее, чем сидеть перед телевизором или тратить целый день на улице, говорят здесь. Родители благодарят нас и в целом систему образования нашей республики за то, что мы предоставляем им такую услугу, что мы занимаемся этими детьми. И мы тоже, в свою очередь, рады этим родителям, которые предоставляют нам своих детей, чтобы выявлять в последующем детей, которые имеют определенные навыки в том или ином направлении. Сами же дети очень довольны тем, что здесь их многому обучают. Это помогает им развивать свои способности в разных направлениях и каждый день узнавать что-то новое для себя. Лучше приходить сюда, сделать что-нибудь из бисера, рисовать, чем зря тратить время на улице. Мне очень нравится сюда приходить. Руководством республики делается очень многое в целях оздоровления подрастающего поколения. Дети должны отдыхать и поправлять свое здоровье в безопасных и комфортных условиях. Самое главное, в таких местах чувствуется забота о самых маленьких, которые должны расти образованными, а самое главное – здоровыми. Лейла Наврузова, Магомед Сулейманов, Руслан Яхьяев, Дауд Куруев. Новости 7. С этого месяца вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, которые определяют, что такое опасное вождение. Новый термин подразумевает манеру езды, приводящую к аварийной ситуации. Какая мера наказания ждет торопык, шашечек, учителей и грядок, так именуются нарушители, пока еще неизвестно. Но в ГИБДД уверены, что отвечать им придется по всей строгости закона. Подробнее Магомед Салтымурадов. Поправки, касающиеся опасного вождения, разрабатывались еще с прошлого года и практически сразу стали объектом бурного обсуждения. Сторонников, как и противников изменений в законодательстве, было много, и у каждого, как говорится, была своя правда. Одни считали, что повысится уровень коррупции, другие, что эти меры при правильном подходе возымеют должный эффект. Первоначально в термин «опасное вождение» входили только следующие нарушения: отказ уступить дорогу автотранспорту с преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, необоснованное резкое торможение, препятствие обгону, а также несоблюдение дистанции и бокового интервала. После общественных слушаний ГИБДД доработала документ и расширила пункты. Вот эти изменения, они безусловно подействуют на улучшение ситуации, потому что соразмерное должно быть и наказание в отношении таких умышленных, грубых нарушителей правил дорожного движения. Я уверен, что будут действенные меры оказываются на этих грубых нарушителей. Самые распространенные нарушения описаны и визуализированы на специальном сайте, который так и называется «Опасное вождение РФ». Названия нарушений тоже весьма интересные. К примеру, многократное перестроение из ряда в ряд, как это видно на этом видеоролике, называется «шашки». Подрезание автомобиля при этом маневре – нервики. Достаточно распространенное нарушение, несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями, получило название торопыги. Отдельное место отводится мотоциклистам, которые не соблюдают боковой интервал. Их называют грядками. Есть на дорогах и воспитатели, водители, которые резко притормаживают перед другим автомобилем. Авторы видеоподборки просто не могли проигнорировать и следующий вид нарушения – препятствие обгону транспортного средства. Таких водителей называют упертыми. Конечно, давно назрела, и действительно ответственность за эти нарушения была очень незначительная. Нужно было ужесточить и призвать к дисциплине, к порядку и культуре поведения, чтобы убрать с дорог вот это агрессивное управление транспортными средствами и водителями. Потому что именно вот по этим нарушениям
случаются дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. Для определения нарушений и правильного толкования инструкции правил дорожного движения команда разработчиков консультировалась с ГИБДД и юристами. Однако до сих пор нет четкого механизма, в рамках которого нарушителей можно было наказывать. Хотя в Госдуме уже звучат предложения, помимо штрафа, ввести за опасное вождение уголовную ответственность, а также лишать прав. Такая практика применяется в Европе. Нарушителям там грозит штраф в размере 300 евро. А в США водителю придется заплатить $2000. В Великобритании за это нарушение и вовсе могут посадить на несколько лет. За 5 месяцев этого года на дорогах Чеченской Республики зарегистрировано больше 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых 40 человек погибли и свыше 220 получили различные ранения. Львиная доля всех этих ДТП, как уверяет управление ГИБДД, произошла из-за опасного вождения. По этой сухой статистике можно судить, насколько оправданы данные поправки в российском законодательстве. После долгого обсуждения понятие самого нарушения сформулировано достаточно четко. Однако некоторые эксперты предрекают сложности с доказательствами виновности нарушителей. Что из этой идеи в конечном счете выйдет и как будут наказывать нарушителей, станет известно только этой осенью. Магомед Салтмурада, Руслан Яхяев и Дауд Куруев. Новости 7. Что же касается любителей профессиональных гонок, то для них в эти дни в Грозном было жарко. Здесь прошел 3-й этап чемпионата России по кольцевым гонкам. Участвовали спортсмены из более чем 20 регионов России, среди которых и первая в истории республики чеченская команда. Соревнования длились 2 дня. Подробнее Ислам Магомадов. Для участия в 3-м этапе чемпионата России по кольцевым гонкам приехали около 50 спортсменов более чем из 20 регионов страны. Турнир предусматривает несколько видов гонок. Перед началом пилоты совершают квалификационные заезды, которые позволяют определить исходные позиции участников. Повороты есть скоростные, есть медленные, с которыми приходится работать. Но я думаю, гонка покажет. Каждый пилот хочет победить, кто стоит сейчас на старте. Конечно, будем стараться, чтобы стать на подиум. Поболеть за своих спортсменов на автодром «Крепость Грозная» прибыли многочисленные болельщики, в числе которых родственники и друзья участников, и просто любители автоспорта. Настроение отличное, даже куча адреналина. Очень понравилось у вас, в вашей республике, в городе Грозном. 3-й этап стартовал гонками в классе «Туринг», который состоит из хэтчбеков Seat Leon. Под капотом каждой машины более 300 лошадиных сил. Вместе с ними на одной трассе выступали пилоты класса Super Production. Также в гонках участвуют автомобили класса «Туринг» прошлых сезонов. По итогам 17 кругов определились первые победители. Такого серьезного уровня соревнований здесь проводится первый раз. Я считаю, что на достаточно высоком уровне все организовано. Все отлично. Немножко были в этом заезде небольшие казусы. Там застрял эвакуатор. Но я думаю, что сделают выводы. В заключительном этапе выступали пилоты класса «Национальный». Здесь участвовала и первая команда по автомобильному спорту из Чечни «Ахмат Racing Team». Для гонок в этом классе допускаются только автомобили отечественного производства или иномарки местной сборки. В чеченской команде руководством региона выделены 3 машины. В общекомандном зачете «Ахмат Racing Team» заняла 3-е место. В общем, дебют команды удался. Несмотря на хорошую квалификацию и первую позицию, но во время прогрева случилась небольшая техническая заминка. Мне пришлось стартовать не со стартовой решетки, а с питлейна. Естественно, когда все стартанули и уехали, я выехал последний. Ну и пробираться всю гонку пришлось пробираться через соперников. Никто не наступал, никто не хотел сдаться просто без борьбы. Чеченская республика для проведения одного из этапов чемпионата России по кольцевым гонкам выбрана не случайно. В первый день было проведено 3 гонки в 4 классах – «Туринг», «Туринг Лайт», «Супер Продакшн» и «Национальный». То, что было сделано за кратчайшие сроки, мы видим, что все службы готовы, все подготовили достаточно судейского корпуса, и судьи Чеченской Республики также обслуживают это мероприятие. И организация, она подпадает для чемпионата России, и все участники довольны, так что организация на уровне, и нам, как организаторам, все нравится, и самое главное, нравится пилотам. Уже вечером в центре Грозного состоялась презентация первой в истории Федерации автоспорта Чеченской Республики команды «Ахмат Racing Team». Ее основали в самом начале 2015 года, но она уже успела громко о себе заявить. Безусловно, ключевую роль в создании команды, да и в целом развитии этого вида спорта в нашем регионе сыграл глава Чечни Рамзан Кадыров. В любом спорте стоят только одни задачи. Задачи победы, задачи во славу республики, задачи во славу развития автомобильного спорта, повышения безопасности дорожного движения. Я думаю, что
основание для создания команды и почва для создания. Это строительство автодрома «Крепость Грозная». То есть наличие именно вот этого объекта позволяет существовать команды, позволяет готовить молодежь и заниматься перспективными проектами. На презентации 3 пилота Ахмат Racing Team, участвующие в кольцевых гонках. Это многократный чемпион России Виталий Дудин, перспективный пилот, призер чемпионата России по кольцевым гонкам Роман Агошков и руководитель Федерации автоспорта Чечни Ислам Барзанкаев. Также были представлены совсем юные пилоты команды, которые уже успели стать призерами по картингу в различных чемпионатах. Эта команда будет представлять регион на всероссийских и международных соревнованиях. Нам казалось, что будет сложно, так как не было среды у нас набрать специалистов. У нас это получилось менее чем за 1 год. Мы готовы проводить соревнования любого уровня. Команда будет участвовать практически во всех дисциплинах спорта. Мы привезли 3 ребят, которые уже стали призерами чемпионата по картингу. То есть ребята у нас уже побеждали в чемпионате с СКФО по дрифту, команда Ахмат Racing Team. То есть это будет множество ребят, которые во всех дисциплинах. Заключительный день 3-го этапа чемпионата России по кольцевым гонкам выдался жарким. Температура чуть выше 30 градусов. В это время трасса нагревается до предела, что делает сцепление резины слабым. Высокая температура и адреналин не мешают оптимистичному настрою пилотов. Как всегда, не загадываю, да, конечно, будем стремиться к нормальному результату. В принципе, позиция у нас нормальная. Вот. Будем стремиться за победой. Трасса очень такая динамичная, борьбы очень много. Вчера мы тоже не сильно для нас хорошо сложилась гонка. Вот, сегодня постараемся учесть все ошибки и выступить уже достойно. Во второй день состоялись заезды в классах Touring, Super Production, Touring Light и Национальный. Напряженная борьба лучших пилотов, соперничество иномарок с вазовскими моделями. Где еще такое можно увидеть? Конечно же, не обходится и без столкновений. Несколько пилотов из-за повреждений машин не смогли продолжить гонку. Самая интригующая борьба развернулась в классе «Национальный». Он считается самым опасным. Пилоты называют его еще заезд смельчаков или же инвалидов. Все дело в большом количестве столкновений. Роковая ошибка сбила и нашего пилота. 10 кругов Роман Агошков буквально летел 4-м. На исход повлияла гравийная ловушка. Более везучим оказался наш 95-й номер. Виталий Дудин финишировал 2-м. Ну а пальму лидерства в этом заезде завоевал Иван Костюков. Как видите, удалось, потому что выше победы уже трудно что придумать. В принципе, были быстрые на протяжении всего этапа. И, думаю, победа заслуженная вполне. Трасса очень хорошая, понравилась. У каждой трассы свои особенности, в принципе, здесь тоже. И последней связка поворотов дала, так скажем, сложно дается. И торможение в тягуне есть, присутствует. То есть, все основные элементы автоспортивной, тематики здесь присутствуют. 3-й этап чемпионата России завершился, и, надо сказать, с весьма неплохим результатом чеченской команды. Победители и общекомандные достижения будут известны в ближайшие сутки. Но организаторы обещали сделать исключение и провести сразу 2 из 7 этапов чемпионата России по кольцевым гонкам в 2017 году на автодроме «Крепость Грозная». Ислам Магомадов, Руслан Яхяев, Дауд Куруев. Новости 7. На этом все. Смотрите нас в следующее воскресенье. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Ади Келш.